Первый тестовый рейс из Москвы принимает международный аэропорт Сухум 7 февраля. К 1 мая должно наладиться регулярное авиасообщение между Абхазией и Россией. Самолет компании ЮВТ Аэро вылетел из аэропорта Внуково и летел до Сухума 3 часа 40 минут. Ждали прибытия первого за долгие годы пассажирского лайнера десятки журналистов, в основном российских изданий. Встретили первый борт по традиции водяной аркой. А детский коллектив Абаза поприветствовал первых пассажиров народным танцем. Прилетели тестовым рейсом кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба и абхазские студенты, учащиеся московских вузов. В ходе брифинга Бадра Гунба рассказал о том, какие встречи он провел в Москве и о том, каких результатов достиг в энергетике, финансовом обеспечении бюджета и здравоохранении. По словам Бадры Гунба, основной целью посещения Москвы для него была встреча со студентами. Все остальные визиты были не в рамках предвыборной кампании. Слава Богу, руководители российского государства информированы, с кем они встречаются, в каком статусе находится человек. Я, не как кандидат в президенты, вы знаете, что после выборов, какой бы итог выборов не был, я возвращаюсь к исполнению своих обязанностей. Я нахожусь в отпуске, и я после выборов возвращаюсь исполнять обязанности президента. Для меня очень важно, где бы я ни находился, чем бы я ни занимался, в каком бы статусе не был, отстаивать позиции нашей страны. Затем прибывшие отправились в зал ожидания временного терминала. Здание терминалов прилета и вылета еще находится в стадии возведения. Здесь прибывшим продемонстрировали проект аэропорта. Так он будет выглядеть после полной реконструкции. В настоящее время уже несколько авиакомпаний заинтересовались сотрудничеством с Сухумским аэропортом. Уже Российская Федерация представила нам ряд авиакомпаний, которые проявили заинтересованность в создании маршрута в Сухум. Более подробная информация о конкретных рейсах, о стоимости, конечно же, будет чуть позже. Открытие аэропорта влечет за собой развитие социально-экономической ситуации в нашей стране. Если говорить о самом периоде реконструкции аэропорта, а это, если брать практический отрезок времени, это даже не полный год. За этот период мы уже получили прямых платежей в бюджетную систему Республики Абхазия более 500 миллионов рублей. И это только на этапе реконструкции. Я искренне поздравляю весь абхазский народ. Я поздравляю гостей республики, которым теперь будет очень удобно добираться до нашей прекрасной страны. Студенты, прибывшие тестовым рейсом, поделились впечатлениями о полете, а главное – о приземлении в родном аэропорту. Мы когда подлетали уже, то есть мы уже увидели, когда море из-под облаков. Ну, обычно мы в Сочи, когда прилетаем, мы тоже видим это море, но там застроенными города, там столько людей, машин. А здесь нашу природу, нашу красоту, свободу, как-то необычно это все было, но неописуемые на самом деле эмоции. На самом деле я просто хочу поздравить весь наш народ. Это на самом деле праздник не для одного и не для двух. Это праздник для всего нашего народа. Это историческое событие. Я очень рад, что мне такая возможность выпала поучаствовать в этом. В этот же день самолет улетел обратно. Первых пассажиров из Сухума в Москву оформили на стойках регистрации. Но основными пассажирами обратного рейса стали пациенты сухумских больниц, нуждающиеся в медицинской помощи за пределами республики. 2 пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые требуются обследования и высокотехнологическое оперативное вмешательство, летят в кардиологический центр имени академика Чазова. 1 пациент летит в федеральный центр челюстно-лицевой хирургии, сопровождает пациентов доктор из Чазовского центра кардиолог. Все необходимое у него с собой для полета есть. В московском аэропорту Внуково будет встречать кареты скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф России. Далее будут доставлены в профильные лечебные учреждения для оказания специализированной высокотехнологической медицинской помощи нашим гражданам. 7 февраля Сухумский международный аэропорт смог отработать все этапы приема и отправки воздушных судов, а также механизмы работы от предполетного досмотра до паспортного контроля. Марианна Котова, Сосрыкова Гухава, Абаза ТВ.